самоуправления, потому что они проверяют в основном обращение бытовых отходов и мусора. И что дальше? Вот ТЭЦ был за все эти годы проверен один раз. ТЭЦ Бишкек, который является одним из основных загрязнителей. Да, в основной массе выбросов у него основная масса идет где-то до 20%, но мы в прошлом году заказали технический аудит ТЭЦ российской компании, сертифицированной. Вот технический аудит, отчет я получила 30 января. Мне нужно было только подтверждение того, что я догадывалась, но у меня не было инструментария доказать это. Почему не было инструментария? Лаборатория ГОСЛХ в 2016 году потеряла аккредитацию. В 2021 году мы стали министерством и начали работу для получения свидетельства о аккредитации. Докупили необходимое оборудование, привлекли сотрудников, обучили правоотложников и всех других специалистов и свидетельство об аккредитации получили 12 августа 2022 года. Но тогда, даже получив свидетельство об аккредитации и были еще новые замеры, это контроль качества угля. Но и тогда у нас пока нет сейчас аппаратных и технических возможностей кадровых, чтобы проводить полный технический аудит. Поэтому я попросила российскую компанию на безвозмездной основе провести технический аудит и все-таки проверить, что там делается с фильтрами. Потому что по нормативам ПДВ, который последний паспорт, который был выпущен для ТЭЦ в 2012 году, вот он, 2012 год, здесь действовал до 2017 года. Здесь норматив 18 тысяч тонн. Вот соблюдается этот норматив или нет? Вот то, что сейчас эксперт сказал, нужен экологический паспорт и норматив предельно допустимого выброса для Бишкека. Вот тогда было бы понятно, к чему стремиться, какие ограничения ставить. И вот я, чтобы проверить этот норматив, не имея инструментария, вот российская компания. На странице 224 эта компания четко пишет. Измерение на 12 котле агрегата, работа электрофильтра, скорости дюнососа, корпуса электрофильтра подбор пыли невозможно сделать, потому что там лючков нет для замеров, а те замеры, которые там проводятся, являются некорректными. Дальше они дают такие выводы. Запыленность по ходу агрегата, например, я просто два примера приведу. Номер 3 выше норм ГОСТа Российской Федерации. А вы знаете, что все ГОСТы Российской Федерации, в принципе, это наши ГОСТы, 9 раз. Запыленность по ходу агрегата номер 4 выше ГОСТа 7 раз. Запыленность по ходу агрегату 9 выше в 12 раз. Я думаю, комментарии лишние. Что они пишут? Какие рекомендации? О том, что нужно проводить замеры, нужно, значит, при этом они отмечают, что многие поля электрофильтров на момент проведения аудита просто были отключены. То есть это говорит о том, что электрофильтры, это фикция, они не работают. ТЭЦ, когда нужно